Алмаз Табалдыевич, слово предоставляется постоянному представителю президента Кабинета министров в Конституционном суде. Уважаемые судьи Конституционного суда, рассматривая ходатайство Осман Алиевой в интересах Тусучевой о признании противоречащим Конституции статьи 218-303 Трудового кодекса постановления правительства о перечне работ, где запрещается труд женщин, мы считаем, что данные нормы не противоречат Конституции. В принципе, по следующим основным нашим доводам. Письменную позицию мы вам передали, но хотелось бы из своей письменной позиции ответить, что в принципе, да, внешне можно данную позицию, данное постановление, данные нормы рассмотреть как дискриминационные, но это мы считаем, что это дискриминация во благо, то есть Кыргызстан, он присоединился ко всем международным документам, которые гарантируют равенство мужчин и женщин, но при этом наше государство принимает все необходимые меры по выравниванию вопросов равенства мужчин и женщин. Были приняты законы, национальные программы о репродуктивных правах граждан, социально-правовой защите от насилия, государственных гарантиях обеспечения гендерного равенства, государственных гарантиях обеспечения равных прав и возможностей для мужчин и женщин, национальные программы АЯЛЗАТ, национальный план действий. То есть все работы проводятся, но в данном случае мы не считаем, что это противоречит Конституции. Я согласен с выступлением обращающей стороны, что действительно этот список не обновлялся с 2000 года, в 2005-2012 годах были небольшие изменения. Да, там содержатся профессии, которые не могут быть в условиях нашей страны, рубщик голов красной рыбы, если у нас не добывается эта рыба, в этой части согласны, что список должен быть пересмотрен, но мы считаем, что такой список должен быть по причине того, что, например, доводы о том, что это также вредно и мужчинам, и женщинам, но все-таки женщина от мужчины отличается в части того, что только женщина может воспроизвести другого человека, забеременеть, выносить, родить, воспитать. Да? И в этой части особая забота государства в части того, что женщина сейчас, например, в каком-то возрасте может сказать, да, я хочу работать, но может измениться ситуация, эта женщина может потом захотеть стать матерью, и в силу работы на вредных профессиях это может как-то на ее здоровье сказаться. Мы согласны в части того, что я же говорил, что надо список пересмотреть. Есть определенные работы, которые, возможно, да, женщинам надо дать допуск, с учетом того, что, как мой коллега сказал, что прошло 20 лет, сейчас идет автоматизация, роботизация многих профессий. Я не думаю, что сейчас где-то до сих пор применяются такие работы, где там идет тяговая работа, это все сейчас заменяет механизмы. Список должен быть пересмотрен, мы в этой части согласны. Но о том, что полностью сказать, что его отменить, и чтобы женщина, должна быть все равно какая-то, это я считаю, что это забота со стороны государства. То есть мы говорим, что есть вот эти какие-то ограничения с учетом репродуктивных функций женщины, с учетом ее роли в обществе, что должны быть какие-то ограничения. Они не должны рассматриваться как дискриминация по причине того, что, как я уже сказал, у женщины особая роль, и она может за будущее поколение то, что она может родить, воспитать, передать будущим нашим детям. Мы считаем, что в Кыргызстане в достаточной мере приняты меры, которые обеспечивают равенство женщин и мужчин. И это только касается даже перечень, называется перечень работ вредных, на которых запрещается применение труда женщин, именно вредные работы. Доводы Айнуры Мусаевны о том, что это ограничивает их права, я говорю,
думаю, что в данном случае какие-то ограничения, они все равно должны рассматриваться больше как забота. Да? Мгм. Ну, я письменно вам Да. передал, а Мгм. то, что если вопросы Да, есть, я если у вас всё. готов. А в Андрю. части того, что Ага. от Манас, это, скорее всего, мое, да, по-моему, посмотрели. Про Манаса? Да, мы просто, это было тоже историческое отступление к ракурсу, что в целом, то есть я хотел в своем этим сказать, что именно в кыргызском обществе раньше, в исторические времена, постисторические, в кыргызском обществе женщина всегда была свободна, она никогда не носила паранджу, не испытывала, всегда было особое почитание дочерей, матерей. Никогда в нашем вот, в истории кыргызов не было такого, чтобы женщины как-то были сильно ограничены в чем-то. У нас история вся кыргызского народа говорит, что наши женщины всегда были свободными в выборе. Они руководили родами, возглавляли ханство Великосу. И в этой части я вот в этом хотел сказать, что именно в истории кыргызов, Кыргызстана у нас, что женщины, они всегда были свободными. Я в этой части.